На нашей земле через каждые 100 метров лежат такие банки. Эти банки из-под свинины. И нет места, где не побывал русский оккупант. Везде были они. На каждой горе, на каждой дороге и тропинке. Везде разбросан этот мусор, эти банки. Если хорошо подумать и осмотреться вокруг, то увидишь этот рай, красивую землю, эти горы, леса, ущелья и реки. Мы идем оттуда, всего лишь 50 километров. Мы пересекли 12-13 горных родников. Настолько красивая наша земля. Но эти подсвинки топчут ее, плюют и гадят на нее. Во время Первой войны, когда они убегали с нашей земли, с 30 на 31 декабря 1996 года, ровно 3 дня шел ливневый дождь. В то время мы даже говорили, Аллах очищает нашу землю от грязи русских оккупантов. Поэтому, иншаллах, такое произойдет и сейчас, клянусь Аллахом. Даже после всего этого, как эти подсвинки ведут себя так грязно, топчут эту землю, гадят, издеваются над нашим народом, уничтожая этот красивый уголок, так называемые имамы мечетей сидят там и говорят, что это не священная война. И говорят, что с русскими можно жить, с ними нужно дружить, что они наши братья, что мы должны пойти под их грязный режим. Поэтому русские говорят, мы из вас людей сделали. Эти подсвинки говорят, что они сделали нас людьми, представляете? Однажды один сказал, как они могут из нас людьми сделать, если они не могут усвоить одну истину? Отличить преимущество воды перед бумагой. Сегодня на нашей земле есть такие муллы, которые говорят, что русские открыли нам глаза, сделали народом, принесли культуру, сделали нас людьми. Как могут подсвинки сделать из кого-то людьми? Лишь превратят в себе подобных, у кого нет Бога, религии, культуры, традиций и законов. Превратят в подсвинков. Будь это тот мулла, будь это Кадыров или Кафыров, какой-то милиционер, пусть уедет в Россию, превратится в подсвинка, пусть живет с ними. На этой чеченской земле должны жить чеченские герои. Эти, подобно подсвинкам, которые кушают эту свинью, когда топчут их землю, загрязняют ее, которые пришли завоевать их землю, сидят дома и говорят, что это война с ваххабистами и террористами, с арабами. Ищут себе оправдания, это трусы. Поэтому я говорю всем, это война с нашей землей, топчут нашу землю. Не какая-то арабская или другая земля, а наша, чеченская земля. Этот райский уголок, дарованный нам Всевышним. И эти подсвинки топчут эту землю. И они, ведущие себя как подсвинки, покушав эту свинью с этим бескультурием, вот так разбрасывают все вокруг. Они пришли установить такой закон и якобы сделать нас людьми. Поэтому, повторюсь еще раз, нет ни у кого оправдания идти работать в их администрацию, доносить, идти на работу в их милицию
Сидеть дома и говорить, что эта война закончится тогда, когда убьют ваххабистов. Если мужчина на самом деле мужчина, он должен встать на борьбу. Этих подсвинков нужно выбросить отсюда. Я прошел по всей республике, встретился со всеми подразделениями, был на всех базах, был у всех джамаатов. И я видел только истинных чеченцев, рожденных чеченцами. Красивые иманом видел этих молодых чеченских парней. Однажды видел 12-летнего парня вместе с Докой. Спрашиваю у Доки, кто он? Он отвечает, герой, который не смог жить на равнине. И говорю этому мальчику, тебе же только 12 лет, что ты будешь делать здесь? Почему ты не вернешься домой? Он отвечает, «Валлахи, я не могу там жить. Не могу смотреть на то, как русские оккупанты издеваются над нашим народом, трогают женщин и детей. Но больше всего раздражает видеть тех, кто пошел к ним на службу, которые носят маски и стоят рядом с ними, стали похожими на них. Не мог смотреть на все это, и поэтому пришел, говорит этот 12-летний герой. Поэтому, иншаллах, на нашей земле есть герои. Растут. Наша Родина никогда не останется без героев. Пока есть эти герои, эти оккупанты не будут ходить спокойно по нашей земле. Они не будут здесь хозяевами. И они не будут загрязнять нашу землю. Мы их вышвырнем отсюда, иншаллах.